Здравствуйте. А как вас зовут? Зазун Марк Зиновьевич. Хорошо, меня зовут Саша, очень приятно. Слушайте, расскажите нам, пожалуйста, о ваших впечатлениях от этого мероприятия. Впечатления хорошие. Люди собрались творческие, обсуждение проходит с интересом. Как-то всем это интересно, потому что проблема актуальная. Молодцы, что организовали это дело. Самое главное, то, что вот смогли пригласить такую гостью. Ольгу Леонидовну, да? Ольгу Леонидовну, да, потому что она человек очень увлеченный, очень заинтересованный именно вот в этом вопросе. А этим вопросом мало кто занимается. А вы знакомы вообще с ее деятельностью? Да. Что можете сказать? Я могу сказать, что она большая молодец. В смысле и как профессионал, пианист, концертмейстер, так и организатор. Потому что она такую организацию возглавляет и ведет это по всему Союзу, по всей России. Так что она просто молодец. Очень хорошее мероприятие, которое организовано нашим вузом. И то, что к нам приехал педагог Московской консерватории, это хорошее событие. Я считаю, что дорогого стоит. Как пришла у вас идея создать гильдию? Ну, вы знаете, очень многие хорошие начинания, и серьезные на самом деле, они начинаются в буфете. На банкете или в буфете, да, это даже шутка такая есть. И вот наша гильдия, она тоже началась классически в буфете. С моей коллегой по училищу музыкальному при Московской государственной консерватории мы как-то встретились и на самом деле обсуждали, что вот очередной раз где-то кого-то из концертмейстеров именно где-то недооценили, где-то обидели, или там забыли на афишу вписать, или там опять что-то. Вот. И дело было начало 2000-х, когда много всего интересного нового начиналось, и такая была хорошая волна в этом направлении, в этом смысле. Люди создавали какие-то небольшие организации, какие-то малые предприятия, и вообще вот дух такой в воздухе был хороший очень для этого. В общем, вы рады, да, что вообще все так получилось, что так сложилось именно в вашей жизни? Вы понимаете, конечно, я очень рада, и это такая вообще неотъемлемая часть моей жизни, это гильдия. Мои родственники по этому поводу шутят, причем так с долей сарказма скорее даже, чем просто шутки, что твой первый ребенок – это гильдия, а потом ты уже родила дочку, еще вторую. Поэтому тут, в общем, какая-то доля правды, наверное, в этом есть, действительно. Вы в нашем институте впервые. Может, вы с нами можете поделиться впечатлениями, атмосферой вообще какая тут у нас царит? Что-нибудь скажете? Да, действительно, я в вашем институте впервые, и можно сказать, что в городе почти впервые. То есть я, насколько помню, я была в Чебоксарах еще в советское время, будучи ребенком, проездом, путешествия на пароходике, как это бывает, да, то есть останавливается же пароходик, да, в Чебоксарах. Вот мы там выходили, не знаю, на полдня или там что-то нам тогда показывали, но это вообще было когда-то. Так, конечно, я город еще, можно сказать, и не видела, но зато я видела институт ваш. Так что, что я могу сказать основное? Вот основное совершенно точно, я абсолютно в этом уверена. Есть такая присказка, да, правильно, что вот рыба гниет с головы, да, и наоборот. То есть голова определяет то, что под ней, да, что такое голова. Это начальство, руководство, да. Вот я сегодня имела счастье познакомиться с вашим ректором Натальей Ивановной. Вот, совершенно уникальный человек. Вот точно, я немножко с ней пообщалась. Я просто понимаю, что вот атмосферу и
состояние, живое состояние института создает руководство. Конечно, безусловно, директор, ректор подбирает окружение, соответствующее себе, и дальше это все распространяется в воздухе, в этой атмосфере. Я вижу, что здесь живое состояние, что людям интересно, что людям нужно. Мы очень рады, что вы к нам пришли, что приехали к нам и хотим подарить вот такой вот подарочек, блокнотик от нашего института. Да, блокнотик от нашего института, от Джигики ТВ, нашего студенческого телевидения, вам на память, чтобы вам было где писать. Ручечка еще, кстати, у нас, да. Ручка, фирменный блокнот маленький, фирменный блокнот большой. В общем, пользуйтесь здоровьем. И ручечка. Да, вообще чудесно. Очень здорово. Вообще, это тоже показатель на самом деле такого вот какой-то творческой атмосферы института, то, что есть свое даже телевидение, и такое многогранное, много направлений, именно связанных с различными видами творчества. Очень здорово, замечательно. Ольга Леонидовна, спасибо, что посетили нас, приехали к нам в гости. Мы вас ждем снова, поэтому добро пожаловать. Да, не прощаемся. Да, мы с вами не прощаемся.